Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің Астана қаласы бойынша департаментінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциямызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып: Астана қаласы бойынша сот әкімшілігі департаментінің 2024 жылғы бірінші жартыжылдықтағында жұмысының қорытындылары туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Жұмақсанов Елдос Шағанұлы, Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің Астана қаласы бойынша департаментінің басшысы. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему об итогах работы Департамента судебной администрации по городу Астаны за первый полугодие 2024 года. Құрметті Елдос Шағанұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі брифингте сот әкімшілігінің Астана қаласының бойынша департаментінің 24 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған жұмыс қорытындысы қаржылық жұмысы мәселелеріне туралы атап өтсек. Здравствуйте, уважаемые телезрители, зрители. Разрешите сегодня рассказать об итогах работы департамента за первое полугодие текущего года. Ну, если коротко рассказать, у нас департамент, все нас спрашивают, что такое департамент судебной администрации. Есть департамент внутренних дел, департамент казначейства, еще какие-то департаменты. Раньше департамент по обеспечению деятельности при Верховном суде была такая организация, и все позиционировали ее как структурное подразделение Верховного суда. Значит, было принято решение, и в принципе это юридически правильно. Верховный суд, вообще судебная власть, это независимый вид власти, и в подчинении Верховного суда, вообще у судебной системы не может быть организации, поэтому суды это отдельная ветвь власти, судебная власть. Все остальные это, будем говорить так, отдельные юридические лица, которые не подчиняются Верховному суду. Соответственно, конечно, и Верховный суд, и суды никому не подчиняются. Было принято решение о создании, отдельно выделить департамент или отдельно выделить судебную администрацию, назвали ее так, в отдельное структурное подразделение юридическое лицо. На сегодняшний день у нас, значит, по иерархии есть судебная администрация, которую возглавляет руководитель судебной администрации Ахмед Закиров Наиль Рафисович. И на территориях территориальное подразделение называется департаменты судебной администрации. В каждой территории свое. Ну, я с прошлого года возглавляю с мая месяца департамент по городу Астане. Вот. И если раньше у нас основной задачей было обеспечение деятельности судов в Республике Казахстан, то указом главы государства, когда был уже утвержден положение, указ о создании судебной администрации, у нас плюс к тому, что мы обязаны, конечно, обеспечить, было дополнительно введено такая обязанность, как значит, формирование государственной политики в сфере судебного администрирования, создание условий для независимого отправления правосудия и разработка системных реформ по совершенствованию судебной системы. То есть суть такова, значит, судья, суды должны заниматься только осуществлением правосудия и больше ничем. Задача, единственная задача у судьи, у суда, это судья придет на работу, назначит дело, рассмотрит его, закончит его вынесением судебного акта, вложит его в базу, и на этом вопрос закрывается. Раньше же было, что Верховный суд занимался несвойственными, суды занимались несвойственными функциями. Председатели судов занимались хозяйственной деятельностью судов, да, на них возлагалась дополнительная обязанность. Поэтому, дабы не отвлекать от непосредственно основной задачи осуществления правосудия, вот мы существуем на местах. Соответственно, и Верховный суд, согласно законодательству, не имеет права законодательной инициативы. И Верховный суд, дабы избежать каких-либо недопониманий, допустим, он не может работать совместно с другими государственными органами, потому что любой государственный орган – это потенциально сторона по делу. Поэтому Департамент судебной администрации Республики Казахстан, она уже на сегодняшний день плотно взаимодействует с государственными органами, в том числе и в части предложения реформ, изменения и так далее по судопроизводству. То есть мы являемся, так скажем,
тем органам государственным, которые взаимодействуют с другими государственными органами, с правительством, с исполнительной, с законодательной властью, с мажилисами, и, соответственно, отрабатываем те вопросы для того, чтобы улучшить судопроизводство. То есть какие-то внесите изменения в законы, гражданские кодексы, уголовный кодекс, гражданский процессуальный и другие процессуальные кодексы. И, соответственно, ходим. Вы поймите, да, раньше, допустим, сказали, вот, чтобы судья пришел, там, к примеру, да, какой-то судья Верховного суда или там еще что-то. Судья не может выступать, не может отчитываться. Это не подотчетное лицо. Это судья, это статус указан президента. Поэтому на все рабочие встречи, комитеты, мажилис, рабочие встречи с госорганами, ну, будем сказать, ходит уже представитель судебной администрации. Да. Поэтому таким образом вот у нас основная задача есть, мы эту основную задачу пытаемся выполнить. И самое главное, как еще раз отмечу, судья занимается осуществлением правосудия только. Все остальное, в том числе, да, анализы, обобщения, то есть провести какую-то аналитическую работу, подбить статистические данные, все возложено на нас. Спасибо. Ильдос Шаганович, не могли бы вы рассказать, что такое департамент судебной администрации и в чем она занимается? Чем она занимается? Значит, одно из, так скажем, новшеств, это вот когда в прошлом году, 15 мая, указом главы государства, так скажем, было принято решение, и глава государства подписал об этом указ, о том, что в двух регионах, в столице в Астане и в городе Шымкент, объединили суды по их юрисдикции. То есть, если простыми словами, допустим, в городе Астане у нас сейчас 5 районов, будет там 6-й район, Исильский, Байконурский, Алмалинский. И были, соответственно, такое же деление было и по судам. Исильский районный суд по гражданским делам, Исильский районный суд номер 2, это по уголовным делам, и, соответственно, по делению по территориальности. Теперь, согласно указу главы государства от 15 мая, суды все объединены, и на сегодняшний день в городе Астане функционирует, будем говорить так, один единый, объединенный межрайонный гражданский суд, один объединенный межрайонный уголовный суд, и есть специализированные суды. Это экономически специализированные, по делам несовершеннолетних, ювенальные, по административным делам, это когда АППК госорганы, и по административным правонарушениям. Вот, специализированный и единый гражданский. Что нам это дало? В первую очередь, конечно же, для населения какой плюс? Если раньше человек, он же юридически не подкован же, то надо обращаться за юридической помощью. Раньше было деление, когда Байконурский районный суд не мог рассмотреть дело, если оно было подсудно или территориально относилось к другому району. То есть человек, проживая в районе Байконур, бывал ошибочно, по незнанию, подавал в Исильский районный суд. Исильский районный суд говорит, извините, мы рассмотреть не можем, обращайтесь по территориальности. Он направлял его в Байконурский. Соответственно, человек терял время. Это нервы и так далее и тому подобное. Теперь гражданин знает, что если он является жителем города Астаны, истец или ответчик, то дело будет рассмотрено в одном межрайонном гражданском суде. Бегать не будет. Соответственно, второй момент. Когда подавая в Исильский районный суд, он же подает его в налоговый комитет по Исильскому району. Когда подает, мы говорим, Исильский говорит, идите в Байконурский район. Он уже вот эту госпошлину, квитанцию, которую приложил в Исильский, он не может приложить, подав иск в Байконурский. Потому что платеж ушел не в Байконурский районный налоговый комитет, а в Исильский. Он должен теперь заплатить еще раз госпошлину и в Байконурский приложить. Ну, соответственно, надо возвращать, и это опять для человека очень большие проблемы по возврату госпошлины. Поэтому теперь он знает, что он подает по месту регистрации в Исильском районе гражданский суд и сдает сюда, находится здесь по адресу Гейдара Алиева. Уголовный суд у нас находится по улице Кенесары, там я боюсь ошибиться, какой район, ну, допустим, гипотетически, наверное, там может быть Алмалинский, там, наверное, Байконурский, туда платят и все. Вот, поэтому уже нету такого привязки. И третий момент, ну, я как до этого выше отметил, уже 5 районов в городе Астана, уже планируется, уже название, да, уже определились названием 6-й район. А если бы мы остались бы так же, как и раньше, привязкой территориальности, то сейчас бы возник вопрос о необходимости создания и образования 6-го районного суда. Допустим, района Сарайшик. Это опять надо выделять здания, опять
не выделяет хорошо специалистов и судей, из каких-то судов брать и компоновать там, суд района Сарайшик, например. Все, этого нету. Нам не нужно здание, нам не нужно дополнительный лиц, нам ничего не нужно. Все, есть один суд, он гражданский, и все. Мы не делимся по территориальности. Поэтому на сегодняшний день у нас юридически и фактически штат сформирован, суды созданы, они функционируют. Вот это вот основные плюсы, которые у нас для населения на сегодняшний день есть. И граждане знают, что не надо бегать по районам, Байконурский, Исильский, Салматинский, Сарартинский и так далее. Они знают, что надо приходить в межрайонный гражданский суд, который находится по улице Гайдара Алиева 6, например. И все. Поэтому штат у нас сформирован. Спасибо. А что вы можете рассказать по кадровым вопросам? Ну, кадровый вопрос, конечно, хорошо и всем известна избитая фраза «кадры решают все». Это есть у нас, коротко объясню, мегаполис, столица. Штат у нас на сегодняшний день такой, значит, государственных служащих в департаменте у нас 423 человека. Туда входят специалисты, делопроизводители, приставы, главные специалисты, ведущие специалисты. Итого 423 человека. Обновление кадров — это, понятное дело, непрерывный процесс. Да? Человек, как рыба, ищет, где лучше, зарплата где выше, рыба где глубже, где еды побольше. Соответственно, у нас люди, штат меняется. К сожалению, сменяемость очень высокая, по нашему пониманию. Над этим мы работаем. Какие причины? Первое, да, это, конечно, когда человек работает длительное время в судебной системе, набирается хорошего опыта, уже начинает переманивать центральные государственные органы, они находятся в Астане, министерства, может быть, еще куда-то. Это первое. Второе, соответственно, у нас много здесь юридических лиц, которые, им нужны уже опытные сотрудники, мы их взращиваем, они знают, как работает судебная система, знают процессуальное законодательство, тоже их приглашает. Конечно, первое, это предлагая более высокую зарплату. Ну и третье, конечно, семейные обстоятельства у нас, когда муж переводится в другой регион, супруга переводится в другой регион и так далее и тому подобное. Поэтому в этом части у нас текучесть есть. Ну и на примере, значит, есть два вида конкурса. Вот здесь я хочу акцентировать внимание, те, кто слушает, может быть, передаст там молодежи или те, кто ищет работу. Значит, есть два конкурса. Общий конкурс, внутренний. Внутренний, когда внутри мы человека работает, мы повышаем по лестнице. Общий же конкурс — это когда любой гражданин, имеющий диплом о юридическом образовании, без опыта работы и на руках имея лишь сертификат о сдаче тестирования на знание законодательства, вправе к нам участвовать на конкурс. В принципе, у нас, я думаю, не побоюсь этого слова, стопроцентный показатель по приему на работу. У нас нет таких моментов, когда мы... Возможно, конечно, конкурс не такой большой, там, одно человек на одно место, там, 1,5 человека на одно место, но, по крайней мере, все, кто участвует, мы максимально стараемся, конечно, принять на работу. Поэтому в этом плане два основных требования — это наличие юридического образования высшего и наличие здания тестирования. Но, помимо этого, у нас совместно с акиматом города Астаны нам выделяют квоту по молодежной практике и по привлечению граждан в качестве общественных работников. Молодежная практика — это, значит, молодой человек или девушка, закончивший высшее учебное заведение и последние 3 года, не найдя постоянную работу, вправе, так скажем, прийти к нам на работу, устроиться. А общественник — это имеющий высшее образование, не обязательно юридическое, встает в центр занятости как безработный, получает направление, вот, и приходит к нам, и здесь нам как бы в качестве помощника помогает. Трудоустраиваться. Да. В этом плане мы хорошо отработали. Более того, по инициативе акимата центра, я называю по-простому, прошу коллег не обижаться, центр занятости, немножко, так скажем, по-советски. Сейчас центр трудовой мобильности. Вот, центр трудовой мобильности. У нас в этом году запущен проект, мы еще 30 мест нам выделили, когда мы приглашали учащихся старших классов, 10-11 классов, как бы пройти у нас такую школьную практику или там, школьно-молодежную практику, чтобы они поняли, действительно хотят ли они быть юристами или не хотят. Вот у нас 30 человек, в принципе, школьники приходят, есть те, которые уже знают
получается, мы им помогаем профориентироваться на будущее, какое образование получить. Есть с удовольствием, которые ходят, думаю, что в последующем они закончат юридический вуз. Конечно, может быть, к нам придут, может быть, пойдут в юридические фирмы, адвокатами, юристами. Ну, в последующем, конечно, думаю, любой из них, наверное, мечтает стать судьей для того, чтобы в будущем реализовать себя в своей профессии. Поэтому в этом плане у нас очень широкий спектр моментов, возможность трудоустроиться. Вот это первое. И второе, конечно, мы бы хотели отметить, что, значит, по инициативе председателя городского суда, по инициативе нашего департамента, мы запустили проект. Называется «Путь в столицу». Очень интересный проект. Знаете, буквально мы его запустили 1 августа. Значит, наши представители департамента поехали в город Шымкент для того, чтобы сагитировать молодых людей, окончивших вузы, прийти к нам на работу. Ну, все скажут, почему Шымкент, почему не в Астане? В Астане тоже большие университеты есть. Я могу сказать так, что кто в Астане, конечно, будем говорить так, они уже, будучи 4 года обучаясь здесь в университете, уже нашли какие-то контакты, где-то работают, подрабатывают после учебы в каких-то там структурах. Шымкент это, конечно, густонаселенный, наш мегаполис. Более того, я не знал, мне буквально там на днях сказали, не готовился к конторе, просто сказали, что университет в Шымкенте имени Ауэзова, он по численности самый большой студентов в республике, в Казахстане. 30 тысяч студентов. Соответственно, и плотность населения большая, возможности устроиться нет. Поэтому у нас откликнулись, Министерство образования нас поддержало, комитет после вузовского образования нас поддержал. И вот мы десантом, наши специалисты в лице заместителя Каната Оспанова, исполняющий обязанности председателя коллегии Айсулу Кушкенбековны, они поехали в Шымкент, провели хорошую работу. 35 человек изъявили желание устроиться к нам на работу. Вот, «Путь в столицу» называется. Буквально позавчера прошел конкурс. Пока из 35 человек мы отобрали 9. В принципе, все 35 подходят, но количество мест у нас не резина, поэтому мы будем отрабатывать и уже в резерв уже себе ставим. Единственное, мы чем завлекли, тоже, кстати, хочу отметить, у нас есть общежитие. Да, оно заполняется, не всегда свободные комнаты, но мы над этим работаем. И мы предложили тоже совместно с Акиматом, возможно, в этот момент уже отработаем, рассмотреть возможность предоставления жилья. Не конкретно квартиру одному человеку, это, конечно, будет слишком круто, но возможно как-то объединиться, несколько человек, допустим, прожить в общежитии у нас, может быть, где-то что-то. Но мы над этим прорабатываем, думаю, у нас проект состоится, уже люди есть. Создание Поэтому, условий, да? Да, создание условий для привлечения. И мы надеемся, что в будущем, значит, у нас и работа пойдет, и мы кадры, думаю, в принципе, заполним под 100%, 100 невозможно, но под 100% примерно мы сделаем. И в качестве примера, значит, вот общественник у нас получает 109 тысяч на руки, по молодежной практике 87 тысяч, а учащаяся молодежь, я думаю, что это хорошее такое подспорье, 79 тысяч тенге на руки. То есть на летние каникулы можешь прийти, на будущий год уже подработка, опыта набраться, это все в трудовой, все будет записываться, это все фиксируется. Вот. И, к примеру, да, там у нас кадровая служба очень огромную работу проводит, поэтому мы думаем, что в первую очередь наш, конечно, закрыть кадрами и квалифицированными кадрами. Что вы можете рассказать про именно деятельность департамента именно в Астане? Может, какие-то изменения были? Изменения, ну, знаете, на сегодняшний день, я думаю, что наша задача обеспечить качественную организацию работы судов. Конечно же, да, основное, все начинается, как все говорят, театр начинается с вешалки. Если вы сегодня приходили, посмотрели, у нас, будем говорить так, КПП сделали в виде фронт-офиса, то есть создали все условия, примерно 200 квадратов, там зал ожидания, летом там в прохладно, зимой там тепло, то есть сделали по-современному, и люди уже не где-то там ютятся в непонятных условиях, постарались создать условия для граждан, для сторон, которые приходят на процессы или получение каких-то документов в комфортных условиях, чтобы они ожидали получения, так скажем, тех услуг, которые они хотят получить. Более того, мы, значит, соответственно, стараемся обеспечить и наших специалистов, проводятся и ремонтные работы, приводятся в порядок.
Где-то бывает это как сказать, жизнь, крыша протекает, труба прорвет, стараемся за летний период эти все вопросы закрыть. Но так, чтобы, знаете, ну, в первую очередь мы, конечно, хотим, чтобы граждане, которые приходят в суд, они приходят не от хорошей жизни, у них есть проблемы, так, чтобы им было там понятно, комфортно, они получили качественные услуги. Есть у нас жалобы на специалистов, скрывать не будем говорить, что у нас все идеально, но мы работаем над тем, чтобы, начиная от порога здания суда, как человек зашел и вышел, он, по крайней мере, хотя бы был удовлетворен тем сервисом, той услугой, которую оказали наши специалисты департамента, для того, чтобы у него сложилось хотя бы хорошее впечатление о работе департамента судов. Конечно, можно смело сказать, что 50% выигрышей, 50% проигравших. Никогда не бывает довольных решением суда. Но отдельно хочу отметить, что у нас работает центр примирения, и у нас очень хорошие показатели, когда люди не доводят дело до решения судов, примиряются. То есть центры примирения у нас работают на Нажмеденова, в каждом районе суда есть свои филиалы. В ювенальном суде мы отдельно открыли прям здание, сделали первый этаж. Так комфортно. У нас психологи, медиаторы сидят, помогают, нотариусы. Постарались сделать так, чтобы у нас и медиаторы в судах сидели в здании, и адвокаты дежурили. У нас график определенно составлен. В этом плане максимально создать условия для того, чтобы человек пришел, полностью получил всю необходимую информацию. Ну, проиграет. Ну, это уж тут мы вмешиваться не можем. Выиграет, ну, дай бог, значит, выиграл. Хорошо, повезло. Все. И напоследок, может, у вас есть пожелания жителям столицы? Жителям что-то от столицы? себя сказать, может? Ну, как говорится, есть там фильм «Бриллиантовая рука», уж лучше вы к нам. Я думаю, что к нам звать в гости, я думаю, нет смысла и необходимости. В моем понимании, что любой спор, в принципе, можно решить и без суда. Постараться, конечно, максимально разрешить спор, не доводя дело до суда. Но я думаю, что всегда двери открыты, у меня графика нет приема граждан с 9 до 6:30 каждый день, за исключением обеда и выходных. Я всегда граждан принимаю. Если приходит что-то срочное, из других городов приезжать, сразу приму. Если звонят, я стараюсь сегодня, если звонок поступил там, или заявление, на следующий день принять, нужно потому что подготовиться. Поэтому приглашаю, конечно, в первую очередь тех людей, которые хотят устроиться на работу, пройти практику. Мы плотно работаем, прошу прощения, плотно работаем со всеми учебными заведениями, высшими и среднеспециальными, колледжами. Приходите на работу, всегда открыты, всегда готовы помочь, разобраться в сложившейся ситуации. Постараюсь разъяснить какие-то моменты, потому что имею стаж, не только юридический, но и судейский, его просто, в принципе, разрешить. Конечно же, акцентирую внимание, что если человек не согласен с решением суда, есть определенные процедуры, право обжалования в апелляционном порядке, в кассационном порядке, в Верховный суд. Поэтому здесь это единственное, что мы можем сказать. Давать консультацию и обсуждать, что закон, не закон, мы не можем, это может быть только вышестоящая инстанция. По всем остальным вопросам мы готовы ответить, помочь, так скажем, и разрешить проблему. Рахмет. Құрметті Елдос Шағанұлы, уақытыңызды бөлген үшін біз сізге алғыс айтамыз және болашақта қызметіңізге сәттілік тілейміз. Көп рахмет сізге, сау болыңыздар. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.